Как уже неоднократно говорилось, для реализации программы поддержки местных инициатив необходимо соблюдение 3 основных условий. Инициатива должна исходить от самого населения, жители общим голосованием выбирают объект вложения средств и участвуют в софинансировании. Во время общего собрания жители дома номер 60 по улице Пионерской вышли с инициативой отремонтировать фасад школы номер 1, где обучается большинство детей из данного микрорайона. До недавнего времени внешняя часть одного из старейших образовательных учреждений города была в аварийном состоянии. В результате заявленный проект набрал высокие баллы, как следствие победы в программе поддержки местных инициатив и выделения денег из республиканского бюджета на обновление фасада – 804 тысячи рублей. Еще 150 тысяч профинансировал городской бюджет. Остальные средства собрали сами жители, а также помогли спонсоры в лице Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината и предприниматели города. Уже около 2 недель в первой школе ведется ремонт. Фирма, выигравшая аукцион, закончила почти половину запланированных работ. Я заинтересована тем, что 2 внучки у меня учатся в этой школе, в 5 и 1 классе. Фасад был в очень плачевном состоянии, поэтому как бы благодарны тому, что администрация, особенно Дьярову, директору. Местные жители, наверное, поддержали, да? Местные жители, конечно, и родители учащихся поддерживали, и как бы ИПРовцы, в лице родителей есть Зайдулиных семью, более 20 тысяч помогли. Потом предприниматель Рыскужин Батыр Салаватович 50 тысяч вложил. Рабочие, конечно, несмотря на холод, на дождь, выходят на работу, свою работу выполняют качественно, допоздна работают. Конечно, большое спасибо. Окончание ремонтных работ запланировано на конец октября. Реализация программы поддержки местных инициатив продолжается. В ней могут участвовать все желающие и решить общие насущные проблемы. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.